Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего совещания – положение на приграничных территориях России. Брянская область, Белгородская, Курская. Оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Но главное сейчас – это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. А перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым. Не буду всего перечислять. Но это, безусловно, касается промышленности, транспорта, строительного комплекса, медицины, ну и финансового обеспечения. Ну и, наконец, все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите. Перед тем, как перейти к работе и предоставить слово участникам совещания, добавлю еще несколько слов. Очевидным становится, что теперь ясно, что почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить? Второе. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в 1,5 раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. И, наконец, еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось. Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают. Потери вооруженных сил Украины
драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. Давайте перейдем к работе. И в начале нашего совещания хочу предоставить слово руководителям регионов. Давайте начнем с Брянской области. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. У нас сегодня ситуация на территории Брянской области, она, можно сказать, стабильная. Она такая же, как и было и месяц назад. Мы видим по количеству обстрелов, оно в принципе, можно сказать, постоянное, то есть в пределах 80-90 обстрелов за неделю. Но что хочу отметить, это то, что за последнее время мы видим, когда они все больше и больше начинают обстреливать мирное население. Если взять даже буквально предыдущий день, 9-го, то из 22 обстрелов 11 было по мирным жителям, по населению, которое там проживают, по домам, по машинам, по автобусам. Все, что получается мы ущерб, мы возмещаем с областного бюджета. Сегодня мы людей не отселяем, и наш силовой блок, они анализируют ту ситуацию, которая там происходит. То мы принимаем общее решение, что пока еще отселять нам не нужно. Но мы ведем эту работу и с жителями, то есть мы жителями всегда предлагаем им выехать для того, чтобы, если боятся, то есть в пункт временного проживания, но пока еще никто нас не желает. Поэтому эта работа у нас есть, взаимодействие со всеми силовыми структурами налажено в рамках контртеррористической операции. Пункты временного проживания у нас готовы на 1576. Если нужно, то мы можем развернуть на более чем 32 тысячи. Но мы сейчас пересмотрели, учитывая опыт и Курской области, и все пункты временного проживания мы вынесли на расстояние более 50 километров. То, что сегодня задачи поставлены Министерством обороны, Маражский Иванович Хуснуллин с нами проводит совещание. В принципе, у нас все готово, все мобилизовано, и мы приступаем к работе. Какие проблемы были, финансирование, нехватка профнастил, они все решены. Да, спасибо. Я вот что хочу сказать. Для нас очевидным является то, а я уже об этом сказал, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому, если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. И я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись, вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии. Все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки к любому развитию ситуации, вместе с МЧС России заранее нужно подготовить и решить. Хорошо? Хорошо. Да, договорились. Пожалуйста, Белгородская область. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. Было только 2 ракетных атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. И очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов. Резко растет количество в 2024 году разрушений, повреждений жилья. В целом у нас за 2,5 года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Сейчас мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать.
потому что самая тяжелая ситуация сейчас Шебекино, это 38 тысяч человек город и 85 тысяч округ. В 2024 году ранено почти 300 человек, 36 человек погибло. В день мы имеем от 3 до 5 атак из в основном ствольная и артиллерия и РСЗО. 3-5 домов мы получаем повреждения практически полностью, окна, кровля. Полной информации нет, но по нашим расчетам порядка 50-70% города Шебекино на сегодняшний день покинули территорию. И социальная напряженность в Шебекино растет, потому что главное, что мы не можем дать гарантию безопасности, обеспечить. Размещаем в пунктах временного размещения. В целом мы еще в 2022 году, у нас 17 тысяч мест развернуто. Сейчас в ПВРах у нас находятся области 2100, за пределами области 1000 человек. Сегодня, после сегодняшних событий, мы в Красноярушском районе переместили около 10 тысяч человек, и пункты временного размещения приросли еще порядка 1500. По вашему решению, Владимир Владимирович, мы имеем возможность на сегодняшний день за пределами Белгородской области. У нас лимит на 6500 человек. Это те, кто имеет легкие ранения, у которых повреждено жилье или полностью разрушено. Сейчас 2800 человек находятся за пределами. Благодаря вашему решению у нас сейчас 5500 детей выехало за пределы. В целом за лето это порядка 15 тысяч человек. Эту работу будем продолжать. В целом, кроме Шебекина, это Красная Руга, Грайворон, треть Белгородского района, Борисовский район и Валуйский округ. Проблем мы очень благодарны за ваше решение, уважаемый Владимир Владимирович, по поводу того, чтобы принять решение и отселить сейчас 12 тысяч человек по тем населенным пунктам, которые сейчас по факту уже закрыты. Но в целом, там, где происходят ежедневные обстрелы, мы видим угрозу приближающейся зимы, и мы практически не имеем возможности заезжать на спасательные техники. Почему? Потому что противник ее уничтожает. Мы не имеем возможности оказывать медицинскую помощь, потому что противник ее уничтожает. Мы не имеем возможности зачастую, во многих случаях, восстанавливать электроснабжение. И понимаем, что приближение зимы, оно кратно увеличит проблему. В целом, вот такая ситуация, это порядка 115 тысяч человек по приграничью. По решениям хотел попросить. Недавно было принято решение по увеличению выплат за чрезвычайные ситуации и теракты. И, к сожалению, понимаю, что это техническая ошибка, но все же люди очень сильно переживают, считают, что несправедливо. Это не коснулось выплат для жителей пострадавших районов от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. И я прошу вас, чтобы эти выплаты, это повышение с 10 до 15, с 50 до 75, со 100 до 150, оно было перенесено и на Белгородскую область. Я хотел попросить, если есть возможность, тоже очень большая проблема, когда полностью разрушается жилье, у человека остается обязательство по выплате ипотеки. Каникулы даются только на 6 месяцев банкам, но через 6 месяцев построить новый дом или многоквартирный дом физически невозможно. Мне кажется, было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются. Сегодняшняя ситуация в Красной Яруге, надеюсь, что взаимодействие между всеми силовыми структурами, в первую очередь Министерство обороны, погранслужбы,
решат ту проблему, ту текущую ситуацию, которая возникла утром. И завтра, надеюсь, что мы вернем людей на места их проживания, за исключением 3 населенных пунктов, в первую очередь Колотиловки, которая еще пока не населена, но находится фактически под постоянным обстрелом, и будем принимать решение по ее отселению с предоставлением жилья. Такая возможность в пределах ранее принятых решений правительством Российской Федерации, в вашем решении, уважаемый Владимир Владимирович, она есть. Все. Спасибо. Денис Валентинович. Да, Владимирович, что касается Пожалуйста, да, Курской области. прокомментируйте, пожалуйста. Мы с вами уже говорили по некоторым вопросам только что. Пожалуйста. Да, Владимирович, спасибо большое. Что касается Курской области, мы в ежедневном контакте находимся с Алексеем Борисовичем. Доклады поступают от всех ведомств, кто сформировал свои штабы. В первую очередь это касается федерального ЧС, это Министерство чрезвычайных ситуаций. Вся работа проводится по эвакуации населения в пункте временного размещения. По вашему решению обеспечиваются выплаты и предоставляются единовременные по 10 тысяч на человека. И сегодня мы дали разъяснение, в том числе по тем выплатам, которые обеспечиваются в рамках ЧС, что это две разные выплаты, 10 тысяч и 15 тысяч. Все необходимые мероприятия проводятся, держим на контроле. Значит, то же самое происходит с Россетями. Постоянно идет повреждение трансформаторов, происходит отключение электричества. Россети оперативно в те районы, где безопасно, выезжают, там, где это невозможно сделать, происходит переключение. Я буквально вот недавно вам по ситуации по Курчатову докладывал. Значит, все остальные вопросы на контроле находятся с регионом, отрабатываем оперативно. Спасибо. Смотрите, сейчас Гладков Вячеслав Владимирович, он поднял несколько вопросов по ипотеке, там, по некоторым другим. Вот на это вы можете сейчас прямо отреагировать или нет? В части Белгородской области могу сказать, что вот принято решение, вами поддержано по Курской относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу, это касается и Сбера, и ВТБ, и все другие банковские учреждения, которые предоставляли жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области. Да, надо обязательно это делать, Марат Шахидович. Владимирович, мы подготовим это решение, оно абсолютно справедливо. Его надо сразу распространить и на Белгородскую, и на Курскую, и потенциально на Брянскую, если такие случаи будут возникать. Соответствующее решение здесь, Валентинович, отработаем вам. Да, хорошо. Вячеслав Владимирович, вы оформите вот это в качестве бумаги, ладно, чтобы это был документ? Хорошо. Тоже. Спасибо. Пожалуйста, Курская область. Смирнов Алексей Борисович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Да, но у нас 28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне. Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем. Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет. 194 снаряда, ракеты БПЛА у нас в адрес области направлено, 147 сбито. Был прилет в жилой дом, 9-этажку, 13 человек ранено.
был разрыв 2 дня назад в ночное время на администрации области. Мы все находились на работе. Значит, для координации действий к нам прибыл генерал-полковник Никифоров Евгений Валерьевич. Со всеми силовиками налажено взаимодействие. За это время мы, как вы и поручали, Владимир Владимирович, на 2 этапа разбили переселение людей. Первый этап — это в 4 районах 10-километровая зона и Суджанский, Кореневский район полностью. 8 числа приступили полностью все 6 приграничных районов и 2 района Башсолдатский, Львовский прибавились к ними, те, которые граничат с атомной станцией. Итого это 180 тысяч человек. Выехал на сегодня и эвакуировано 121 тысяча. 59 тысяч работа продолжается. К ней привлечены, помимо наших служб и федеральных, ДНД, волонтеры, молодая гвардия. На сегодня развернуто 53 тысячи мест в ПВРах. Из них развернуто Москвой 20 тысяч мест. Спасибо большое, Сергей Семенович постоянно на связи. Во всех других регионах России 25 тысяч мест. Мобильный ПВР у нас здесь на станции 2400 мест. Это РЖД. Всего ПВР 106. В них размещено 7524 человека. Из них дети 1083 человека. Но резерв есть. Подошел лагерь МЧС из Росрезерва на 10 тысяч мест. И готовится в Москве дополнительно 10 тысяч мест. В каждом ПВР работают психологи и МЧС России, и местные из наших школ, а также оказывается бесплатная юридическая помощь. В круглосуточном режиме осуществляется выдача гуманитарной помощи. В наличии на сегодня 10 тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов, воды 112 тысяч литров. В пути суточных 13 тысяч, воды 260 тысяч и продуктовых наборов 148 тысяч. Проблем здесь нет. Также дополнительно работают много гуманитарной помощи от жителей. Недостатка нет. По медицине свободно 1912 коек. Кроме того, развернут госпиталь ФМБА на 100 мест и госпиталь Минздрава России на 100 мест. Количество бригад скорой помощи 108, работает в приграничье 61 и санавиация. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный. Мы продолжаем забор крови при необходимости, проблем нет. Количество прибывших врачей в Курскую область 422 человека. Курских врачей работает 436 и 840 среднего медицинского персонала. Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей. Круглосуточно работает колл-центр. И все возможные наши точки получения информации, письменные, в администрации приемные. За это время поступило 35 тысяч обращений граждан. Мы осуществляем выплаты по 10 тысяч рублей, средства получили. На сегодня данные средства получены 2100 гражданами, хотя подано заявление 46 700. Работали с Минцифры и обеспечиваем с сегодняшнего утра сможем в автоматическом режиме перечислять 1000 заявлений в час. Поэтому проблему эту закрываем. Поступили средства на переселение людей из приграничной обстреливаемой территории на 300 семей. 131 заявление отработано. Люди подбирают жилье, сертификаты выданы, работа продолжается. Принято решение, спасибо большое, о моратории оплаты жилищно-коммунальных услуг
и процентов по кредитам. Аварийные бригады созданы, все службы работают. Также ведем работу с ущербом промышленных предприятий и сельхозтоваропроизводителей. Только сейчас, вот с утра выслали бригаду, с первого раза не получилось. Позавчера бригаду Россетей восстановить электроснабжение в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием, укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета. Но сегодня получилось, трансформатор починен при сопровождении Росгвардии. Лично там выезжал руководитель МРСК-центр. Половина района запитана от электроэнергии, также свинокомплекса. В настоящее время приступили к выполнению здания Министерства обороны по строительству 90 взводных опорных пунктов. Туда привлекается 350 единиц техники и задействовано до 5000 строителей. Находимся в постоянном взаимодействии с первым заместителем председателя правительства Мантуровым Денисом Валентиновичем, Хуснуллиным Марашем Кензяновичем, Минстроем и Минтрансом. Кроме того, выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46, работу заканчиваем. Также приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов. Режим КТО введен с 23 часов 9 августа текущего года. Работаем с ФСБ России и УВД. Проблемные вопросы. Для нас проблема это как раз, учитывая, что там нет четкой линии фронта, это понимание, где находятся боевые части. Волонтеры работают, постоянно пытаются вывести людей. У нас заявок от родственников на 3500 человек. 2 волонтеров пропали, ДНД у нас попадало в зону действия ДРГ. Вывезли они порядка 2000 человек за эти дни. Работа продолжается. Поэтому здесь очень важно знать, в какой момент, где находится противник. Был вопрос по выплатам 10 тысяч и 15. Спасибо большое за то, что он урегулирован. Люди волновались. Это одна и та же выплата, взаимопоглощающая или разные. Сейчас успокоим их сомнения. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за решение. Ущербы будем подсчитывать позднее. Ну и у нас сталкиваемся сейчас с проблемой. Населенные пункты, районные центры опустели. Конечно, они сейчас занимаются военными частями. Не все уезжают. У нас непринудительное отселение. Поэтому продолжают работать магазины. Мы вынуждены были запретить торговлю алкоголем. Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование. Москва помогла, вот к нам пришло 1000 человек из московского предприятия государственного. Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог, людей из подведа Минтранса России, наши ДНД. Но мы надеемся все-таки в разрешении вопроса, что также по аналогии, как с Москвой, их можно будет вооружить. Заявление подали 1200 человек. Сейчас ежедневно привлекается к работе посменно до 500 человек. Доклад закончил, готов ответить на вопросы.